Коми сохраняется высокая нагрузка на мировых судей. По итогам прошлого года ожидается, что мы снова войдем в лидеры по этому показателю. Ранее мы занимали первое и второе места в рейтинге. Об этом в Общественной палате рассказал министр юстиции Алексей Асташов. Так, на одного судью приходится в среднем более 1000 дел в месяц. И зачастую вершить правосудие служители Фемиды вынуждены не в самых лучших условиях. Речь даже не о ремонте, а о состоянии самих помещений. Многие из них попросту не приспособлены под эти цели. Яркий пример – Краткировский район. Там судебный участок располагается и вовсе в подсобке одного из магазинов. Для того, чтобы удержать судей, правительство Коми ежегодно увеличивает финансирование на обеспечение их деятельности. В этом году это 330 миллионов рублей. Средства идут в том числе на ремонт и открытие новых участков. В текущем году предусмотрено финансирование на размещение в новых помещениях судебных участков города Печоры. Думаю, что вот уже в апреле месяце мы сможем открыть 4 новых судебных участка в новом, хорошем, приспособленном помещении, потому что на сегодняшний день мировые судьи Печоры, они сидят в федеральном суде, им катастрофически не хватает помещений. Они и сами не могут расшириться, и стесняют федеральных судей, в том числе своим, скажем так, присутствием. Вот решение было принято. На уровне правительства выделены дополнительные финансовые средства. Также на этот год запланированы ремонты в Воркуте, Усинске и Удорском районе. Тем не менее, непростые судебные условия не помешали ведомству в достижении одной из главных задач – цифровизации судопроизводства. Все участки оснащены системами видео и аудиофиксации. Защита каналов связи с Минюстом обеспечена Центром информационных технологий. А вот проект «Электронное правосудие» пока в стадии реализации, но уже в этом году весь документооборот будет переведен с бумажного в электронный вид.